Между Россией и Грузией еще в 1783 году был подписан Георгиевский трактат. По этому договору царь Картли Кахети Ираклий II признавал покровительство России, протекторат взамен на военную поддержку. Поддержка, правда, так и не была оказана. Так что за 6 лет до событий, о которых пойдет речь, в 1795 году персидский правитель Ага Магомед-хан разорил и уничтожил Тбилиси. Тбилиси, который мы знаем, был заново отстроен. А помимо трактата между Россией и Грузией лежал Кавказ. Еще не завоеванный Кавказ. Не был еще завоеванный Ширван, нынешний Азербайджан. А вот Польша уже была в 1795 году. И императрица Екатерина II повелела сделать себе стульчак из трона польских королей. Настал черед Грузии. В то время все в Тбилиси пребывали в неопределенности. Беда была в том, что престол пустовал. Ибо царь Георгий XII, сын Ираклия II, умер в декабре 1800-го. Князь Соломон Леонидзе, Мдиванбек, то есть верховный судья и вице-канцлер Картли-Кахетинского царства, соратник и друг царя Ираклия II, родился в Кахетии, получил церковное образование, проявил себя в борьбе с афганским Азатханом, успешно боролся против дагестанских бегов, частые набеги которых терроризировали население. За это Ираклий II даровал ему имение и титул вымершего рода князей Леонидзе. Соломон – признанный законодатель, дипломат и политик. Один из тех, кто подписывал Георгиевский трактат с грузинской стороны. После нарушения русскими трактата – непримиримый противник российской политики в Грузии. А наследником был объявлен его сын Давид. Давид ждал корону из Санкт-Петербурга. Время шло, а из России вестей не было никаких. В Тбилиси всех это удивляло. Но они объясняли это тем, что, возможно, император никак не мог решить, кому же все-таки отдать предпочтение, Давиду или его дяде Юлону, который по завещанию Ираклия II должен был наследовать престол после смерти своего брата Георгия XII. Я ежечасно просил Давида принять помазание на царство, чтобы как-то создать гарантию для будущего грузинского государства. Все-таки труднее было бы православному императору лишить престола того, кто по православному канону был помазан на царство. Но Давид меня не послушал. Он все ждал, что Александр пришлет корону ему. В Тбилиси тогда и не догадывались, что судьба грузинского царства решалась в Санкт-Петербурге уже во второй раз. Дело в том, что император Павел за несколько дней до того, как был убит заговорщиками в декабре 1800 года, издал манифест по грузинскому вопросу. Манифест этот гласил: Картлийское и Кахетинское царство вместе со своими вассальными владениями, Ганджийским, Ереванским и Нахичеванскими ханствами становятся частью Российской империи. Так что Александр почему-то решил пересмотреть манифест отца Павла. Что касается вопроса с Грузией, в этом Павел был совершенно прав. Кавказ должен стать нашим, и я горжусь, что был одним из собирателей земель русских. Князь Павел Дмитриевич Цицианов, генерал от инфантерии, главнокомандующий по Грузии с 1802 года. Руководил присоединением к России Имеретии, Менгрелии, Гянжинского, Карабахского, Шикинского и Ширванского ханств. Из рода князей Цицишвили. Родился в Москве в 1754 году. Павел был одним из любимчиков императрицы Екатерины II. Она называла его ласково «мой генерал». Участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов. Соратник Александра Суворова,
который ценил его высоко и предписывал войскам в одном из своих приказов сражаться решительно, как храбрый генерал Цицианов. Павел – участник войны за покорение Польши. В 1774 году именно Цицианов воздвиг российский триколор над павшей Варшавой. Грузия, Грузия. Она ведь больше не является игроком не то что на мировой, но даже на региональной политической арене. Надо смотреть правде в глаза. Ее славные дни в прошлом. Грузия, Крым, Польша, Литва, Галиция и их интересы. Но позвольте, это просто несерьезно. Сегодня на мировой арене борются между собой Российская империя, православная держава, несущая знамя Господа, и приспешники Антихриста, французы, британцы, испанцы и османы. Вот поэтому сегодня все истинные христиане должны быть объединены единым языком, единой верой и под единым знаменем в лице Святой Руси, которая Третий Рим и Четвертому не бывать. Мнения членов комиссии, созданной Александром I, разошлись. Одни считали, что надо упразднить грузинское царство и сделать ее российской губернией. Но были в комиссии и те, что придерживались иного мнения. Следовать Георгиевскому трактату, сохранить царство и внутреннее политическое устройство. Объединить Западную и Восточную Грузию в единое государство со статусом вассального государства России. Это было бы самым верным решением. Если бы Россия отнеслась бы к Грузии как к союзнику, а не как к покоренной стране, мы вместе воевали бы против Османской империи, ослабевшей Персии. Ведь этнические грузины правили в Египте и Ираке. Много было грузин и среди турецкой и персидской элиты. Если бы Россия отнеслась бы к Грузии как к дружественному государству, все грузины стали бы воевать вместе с русскими. И тогда Российская империя выполнила бы и достигла бы свою цель – выйти на Персидский залив и вытеснить британцев из Ближнего Востока. Комиссия выбрала аннексию. 12 сентября 1801 года был подписан манифест. Ну и после принятия решения об упразднении Картлийского и Кахетинского царства Александр долго решал, где и каким образом объявить грузинам, что их государство более не должно существовать. И вот через 7 месяцев, в Страстную неделю, 12 апреля 1802 года, вся грузинская знать была приглашена в Сионский собор в Тбилиси. Было объявлено, что их созывают для того, чтобы торжественно вернуть самую священную для грузинского народа реликвию – крест Святой Нины. Крест был ранее похищен и вывезен в Россию. И вот в праздничных нарядах безоружная грузинская знать направилась в Сионе. В назначенный час все собрались и радостно ждали обретения святыни. Неожиданно появился отряд русских солдат. Солдаты оцепили храм и направили оружие на безоружных людей. После этого был зачитан манифест от 12 сентября. Грузинской знати было приказано принести клятву верности российскому императору. Все, кто отказался или пытался прорвать осаду, были застрелены на месте. В 1803 году я явился ко двору императора Александра и представил ему свой доклад по поводу дальнейшего устройства